В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствуем крымчан, настроившихся на волну радио Крым Реалии. В эфире наша радиостанция с самыми свежими новостями и последними событиями. У микрофона работает Татьяна Курманова. И я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM в Крыму. Кроме того, вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. И замечу, что с 29 октября в связи с переходом Киева на зимнее время утренний эфир будет выходить в 8:35, дневной в 13:10, вечерний в 19:30. Не пропустите. Тема дня. Сегодня будем говорить о скандале в Киеве с 30-й сессии Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Комиссия начала работу 23 октября, а председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров на заседании заявил о недопустимости подобных переговоров, потребовал от СБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя управления Росрыболовства Игоря Рулева. И, по мнению Чубарова, таким образом происходит гибридное размывание суверенитета Украины. И сегодня будем говорить о том, о чем может свидетельствовать совместное совещание украинской и российской сторон, почему до сих пор действует соглашение о совместной деятельности 1993 года, как глава украинской делегации связан с бизнесом в Крыму, связан ли, реагирует ли Кабмин и СБУ на совещание с россиянами в Киеве, что будет содержаться в протоколе, который стороны подпишут по результатам встречи. Если вам есть что добавить к нашему разговору, либо задать вопросы экспертам, звоните бесплатно из Крыма в наш эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в других регионах, для вас работает номер 044 490 31 18. Крым в центре внимания. Итак, в Киеве началось заседание 30-й сессии Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Комиссия начала работу, а затем появились сообщения в социальных сетях о том, что работа этой комиссии недопустима. В частности, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров приехал на заседание, заявил о недопустимости подобных переговоров, потребовал выдворить Игоря Рулева, это руководитель Азово-Черноморского туруправления Росрыболовства. И давайте послушаем, что заявил Чубаров на этом заседании. Я вас призываю прекратить эту деятельность. Сидит преступник. Он ехал на нашу территорию, которую оккупировала Российская Федерация. Вы разговариваете с преступником. Мы еще знаем троих здесь. Мы сейчас буквально скоро будут сведения о троих, которые также посещали Крым. Минимум. Вы что делаете? Я не могу 5 лет посетить Крым. Десятки тысяч людей, которые покинули Крым, они убивают, похищают наших людей. У нас 113 детей. Мы вчера проводили благодейный концерт. Вчера вечером. Собирали кровь, чтобы помочь этим детям. У нас более 70 человек сидят в тюрьмах, брошенных Российской Федерацией. Вы приглашаете дипломата российского посольства, вы сидите с преступником. Неужели вы думаете, что украинское общество вам это простит? Я вас призываю, я не могу вам запретить, я вас призываю немедленно прекратить это сборище с преступниками. Это не заседание комиссии, это сборище. Преступник напротив вас. На заседание приехал народный депутат Сергей Высоцкий, который сообщил, что Рулев незаконно въезжал на территорию Крыма и прибывал туда, в аэропорт Симферополь из России, и поэтому СБУ должны каким-то образом отреагировать на его приезд. Мы поговорим с Сергеем Высоцким чуть позже в нашем эфире. До этого мы связались с заместителем постоянного представителя президента Украины в Крыму Изетом Гдановым, который также был на заседании, и спросили его, каким образом работа с российской стороной коррелирует с заявлениями об усилении военного присутствия и мер безопасности, которые предлагает Украина в Азовском море. Представництво президента неодноразово попереджало усі державні структури щодо недоцільності будь-яких домовленостей
з окупантами, тому що окупанти жодних домовленостей не дотримуються. Це перше. По-друге, у нас системне порушення щодо Азовського моря, це захоплення частини акваторії вже офіційно за рішенням уряду Російської Федерації, частина Таганрозького заліву, а саме 22 квадратних кілометри захоплена окупантами. Це порушує угоду від 93-го року. Перше. По-друге, у нас викрадення рибалок, системне викрадення наших рибалок з акваторії Азовського моря та Севашу. У нас є звернення родин рибалок, які утримуються так званими ФСБ-прикордонниками на території як Російської Федерації, так і на території тимчасово окупованого Криму. Також є питання щодо надання квот країною-агресорам нашим рибакам, які незаконно на даний час працюють з закритих портів Криму. Це близько 130 суден з тимчасово окупованої території, які здійснюють промисел за квотами Росії. Це незаконно і це суперечить умовам угоди від 93-го року. А у зв'язку з цими позиціями ми неодноразово на кожній нараді попереджали, що будь-які дії з боку нашої держави з цього приводу, тому що є державницька позиція щодо посилення військової присутності на Азові. Ви знаєте, що є рішення Ради національної безпеки і оборони, введені в дію указом президента щодо доручення Кабміну щодо середньої лінії. У зв'язку з цими питаннями ми бачили недоцільно, але була позиція структури центрального органу виконавчої влади Держрибагентства, яке є відповідальним за дане питання, і була група з української сторони визначена наказом Держрибагентства, де я був включений як представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Я особисто задав ці питання російській делегації, яка прибула на територію України, а саме місто Київ, і було засідання. Жодної відповіді від керівника так званої делегації я не почув. Але вночі у нас з'явилася інформація щодо порушення чинного законодавства України з боку керівника так званої делегації з країни-агресора. Він незаконно перетинав у 2017 році, це задокументовано, державний кордон України через закриті пункти пропуску, чим порушив чинне законодавство України. Тому ці питання були з нашого боку підняті, і ми зробили офіційні заяви до правоохоронних органів, а саме це Служба безпеки України та Національна поліція. Вимагаємо реагування, примусово видворити дану особу з території України, притягнути його до адміністративної відповідальності. Кроме того, заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Иззета Агданова мы спросили, какова перспектива существования Украино-российского соглашения в сфере рыболовства. Ніяких перспектив не може бути у зв'язку з тим, що Росія порушує ці угоди. Жодної з її сторон не має права забороняти, зачиняти будь-яку акваторію без узгодження. А у нас з початку агресії це захоплення акваторії, це будівництво Керченського мосту без узгодження України, захоплення Таганрозького заліву, викрадення рибалок, безпідставне затримання суден, які спрямовують до портів Бердянська та Маріуполя, викрадення рибалок і так далі. Це всі порушення пунктів угоди від 93-го року. А чому можна спілкуватися з даними особами, з агресорами, які не виконують жодних ані міжнародних угод, ані міждержавних, ані чинного законодавства саме Російської Федерації не виконує. Иззет Агданов, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму. Напомню, сегодня говорим о скандале с сессии Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Эфир радио Крым Реалии продолжается. Говорим сегодня о сессии Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Работа началась 23 октября, затем она была заблокирована после того, как несколько активистов и народных депутатов приехали и заявили о том, что проведение этой сессии невозможно, поскольку, по мнению Рифата Чубарова, таким образом происходит гибридное размывание суверенитета Украины, а глава этой российской стороны в этой комиссии незаконно посещал аннексированный Крым. А с нами на связи Наталья Лютикова, активистка. Здравствуйте, Наталья. Добрый ранок. Вы вчера также были на заседании этой комиссии. Какие основные претензии к работе этой комиссии? Почему она ранее могла проводить свою деятельность в Україні? У мене те саме питання, чому вона раніше могла проводити цю діяльність. Я побачила серед українських, скажімо так, чиновників, і представників
української делегації, людей, які, ну, вони, скажімо так, може не дуже вдало для ефіру, вони просто мямлять собі щось під ніс, читали заготовлені фрази, абсолютно не мали ніякої позиції, повністю були подавлені позицією росіян. І, ну, це чітко відслідковувалося, хто диктує правила. І, ну, і, власне, це видно по вилову риби за останні 4 роки, коли у росіян він різко в 3 рази з 2014 року виріс вилов риби в акваторії Азовського моря. Саме після того, як вони туди потрапили внаслідок анексії. Так само вони і вели себе на цьому засіданні. Тобто абсолютно домінували, а українська делегація собі там щось мямдила. У некоторых активистов были вопросы и главе украинской стороны, вот комиссии, к Вадиму Литвиненко, у которого тесть Сергей Воропаев, бывший сотрудник КГБ, имеющий бизнес в Крыму и оккупированном Донецке. Например, активистка Алена Сивак писала об этом в Фейсбуке. Есть ли у вас такие данные? Ну, я теж орієнтуюсь тільки на ті дані, які оприлюднювала група Майдану закордонних справ з Андрієм Клименком. Я чула, що ІЗЕТ вчора теж підтверджував ці дані, що вони, ну, дійсно відповідають дійсності. Ну, у мене теж велика претензія, як взагалі таке могло статися, куди дивилися наші служби, Служба безпеки України, контррозвідки і так далі, як взагалі таке можливо, що людина з конфліктом інтересів зі своїм родичем може перебувати на такій посаді. Мені, на жаль, вчора не вдалося йому задати прямо такі запитання, бо, ну, він так теж був в признобленому стані внаслідок того, що сталося, це було очевидно. Крымская активистка Наталья Лютикова на связи с нашей студией. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Примем звонок от слушателя или слушательницы. Здравствуйте, откуда вы, как вас зовут, какой у вас вопрос? Вы в эфире. Здравствуйте. Это Крым, на Дрочи. Да. Вот такой маленький хронометраж сделать. Немножко отмотать события. И все в Азовском море началось же с того, что захватили нашего Норда. И сказали, что наши крымские рыбаки, они, оказывается, украинцы. А тогда объясните мне, как так получилось? Когда мы стали Россией, пошел такой сумасшедший бум. Покупали наклейки и заклеивали номера, значит, флаг России лепили. Иди сюда. Вот. Потом, значит, эти флажки, эти наклейки на День Победы. И вы хотите сказать, что мы все равно украинцы? Спасибо. Спасибо вам за звонок. Примем еще один звонок от слушателя. Нет звонка. И с нами на связи Наталья Лютикова. Наталья, хотите прокомментировать звонок нашего слушателя? Вот она считает, что с захвата Норда обострилась ситуация в Азовском море. Я в Криму. Я, на жаль, вже не можу 5-й рік відвідувати Крим, оскільки маю претензії від ФСБ через те, що не згодна була з тим, як відбувалось захоплення. І я хочу сказати цій слухачці, яка дозвонилася, що насправді все почалося рівно в 2014 році, рівно в лютому 2014 року, коли Крим був захоплений Росією, і рівно з того моменту в Азовському морі було витіснено Україну, українських рибалок. І рівно з того моменту різко, як я вже казала, втричі збільшився вилов риби російськими риболовними суднами. І не треба перекручувати про Норд чи ще щось. Внаслідок окупації Криму зламалася схема справедливого вилову риби. І саме це є проблема. Одна из проблем, один из наследков оккупации. Спасибо большое. Крымская активистка Наталья Лютикова была на связи с нашей студией. Напомню, сегодня говорим о скандале с сессией Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая началась 23 октября, но на данный момент заблокирована. С нами на связи Андрей Кравченко, заместитель главы С нами на связи Сергей Высоцкий. Нет, пока еще не наши спикеры, а слушателя примем в нашу студию. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы в эфире?
Здравствуйте, господа. Я крымчанин. У меня вот такой вопрос к вашим ура-патриотам. Они вот вчера так энергично, смело ворвались в здание, сорвали заседание комиссии. Ну почему? Алло. Вы на связи. К сожалению, у нас технические проблемы, но я напомню, что вы можете звонить в наш эфир по телефону 8 810 06 926 044 490 31 18, задавать вопросы нашим спикерам. Напомню, сегодня говорим о комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Рифат Чубаров, напомню, на заседании комиссии заявил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева. И есть звонок у нас от слушателя или слушательницы. Как вас зовут? Откуда вы? Доброго ранку. Я із Крима проживаю тут більше 45 років. Я вам скажу, що договарюватися з агресором, окупантом невозможно. Я не знаю, як їх пригласили. Ті винуваті, які пригласили туди в Україну, отих усіх, з ким договарюватися? З людьми, які не придержують ніяких відношень. Це невозможно. Я вам скажу, якщо йде така обстановка паскудна, оце йде війна, окупація всього, території війни, ніяких договорів, все. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко. Здравствуйте, Андрей. Доброго ранку, радиослушатели. Скажите, будет ли работа комиссии разблокирована, на ваш взгляд, и когда, если будет? Ну, в першу чергу, необхідно відзначити стосовно, хотів би наголосити на тому, що комісія, проведення комісії заплановано і проводиться від з 23 по 25 жовтня в місті Києві. Дата визначена і погоджена дипломатичними, саме наголошую, дипломатичними каналами з російською стороною. У складі комісії працюють фахівці, обізнані з питань міжнародного права, зокрема Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, прикордонної служби, також фахівці правоохоронних органів, а також рибалки, які безпосередньо реалізують положення цієї комісії. В першу чергу хотів би наголосити на тому, що головна мета проведення комісії – це максимальний захист інтересів наших рибалок у Азовському морі. Саме легалізація промислу, щоб наші рибалки могли вільно, легально вийти на промисел і не боятися загострення ситуації зі сторони Російської Федерації в частині законності промислу в Азовському морі. У активистов есть вопросы к Вадиму Литвиненко. Его обвиняют в связях, его тесть, по словам, например, Алены Сивак, является главой компании, которая работает в Крыму, в оккупированном Донецке. Он бывший сотрудник КГБ. Можете вы ответить на претензии активистов? Вот в этой части. Я не хотів би коментувати претензії активістів, не хотів би коментувати претензії народних депутатів, які вчора досить активно, так би мовити, працювали в рамках комісії. Я хотів би наголосити на тому, що всі повноваження, надані Міністерством закордонних справ, комісія суворо, по крайній мірі, до вчорашнього дня дотримувалася норм, директив, а саме технічне завдання по місту проведення. Чи це Вадим Олександрович Литвиненко, чи це інша особа уповноважена, є чіткі норми, чіткі директиви відстоювання національних інтересів саме в рамках роботи комісії. Я не прив'язувався в даному питанні до персоналі, але головне, щоб ми максимально захистили інтереси нашої держави саме по рибальству. Тут без політики, тут без будь-яких інших питань. Комісія по рибальству в Азовському морі. З урахуванням статусу Азовського моря, внутреннее море двух дел. А каким образом вот с 2014 года действовало соглашение о совместной деятельности между российской и украинской стороной? То есть вот каждый год собирается комиссия и распределяются квоты, правильно? То есть до этого события комиссия продолжала работать и каждый год распределяла эти квоти, правильно? Так, комісія працює, це ювілейна 30-та сесія комісії. Комісія працює на підставі договору 93-го року, де визначені основні положення
і основні регламенти і роботи комісії, і повноваження комісії, враховуючи статус Азовського моря відповідно до угоди 2003 року, затвердженого законом 2004 року внутрішнє море двох держав. Напередодні комісії ми оперативно збираємо наради за участю фахівців різних профільних структур, які опікуються питаннями зовнішніх зносин, питання юриспруденції, обговорюємо доцільність проведення чи розірвання договору, в чому більший інтерес нашої держави. І, по крайній до цього часу рішення стосовно розірвання договору не прийнято. І комісія працює в рамках договору і в рамках наших міжнародних договорів і зобов'язань, а також в рамках Конвенції ООН з морського права, яка закликає сторони, які спільно експлуатують ресурс, спільний ресурс, вживати заходів стосовно координації дій по оцінку стану запасів, охорони водних біоресурсів, а також регулювання промислу, зокрема в Азовском море. Напомните, пожалуйста, слушателям, на каком уровне должно приниматься решение по разорванию договора о работе этой комиссии? Це комісія міжвідомчого характеру на рівні агентства рибного господарства і профільної структури Російської Федерації. Ці рішення приймаються відповідно до закону України про розірвання міжнародних договорів, тобто фактично на рівні Кабінету міністрів і відомств, які задіяні в роботі цієї комісії. Але повинна бути чітка обґрунтована позиція Міністерства закордонних справ з цього питання. Есть ли у вас информация о проверках по отношению к Игорю Рулеву? Напомню, его обвиняли в незаконном пересечении украинской границы и прибытии в Крым с нарушением законодательства Украины. З приводу глави російської делегації я тут теж не можу нічого коментувати, тому що це не функція Державного агентства рибного господарства, не повноваження Державного агентства рибного господарства. Я бачив вчора коментар речника Державної прикордонної служби з цього питання. Я думаю, що краще почути його коментар з цього питання. Комиссия все-таки будет работать, вот, продолжит ли работу, все-таки нам ответьте, до вот, оставшихся дней уже, вот за эти 2 дня? Сподіваюся, що ми спільно з Міністерством закордонних справ скоординуємо роботу, як в подальшому діяти в частині продовження роботи комісії, підписання протоколу чи не підписання протоколу, в першу чергу з урахуванням інтересів нашої країни, інтересів наших рибалок, але повторюю, що знову ж таки на Азовському морі працює близько 90 підприємств, саме Херсонської, Запорізької та Донецької області, виловлюють близько понад 37 тисяч тонн водного ресурсу, водний біоресурс, який потрапляє на ринок України. І чіткою координацією Міністерства закордонних справ, я думаю, будуть прийняті правильні рішення, направлені на захист національних інтересів в Азовском море. Можем сейчас рассказать, вот если протокол не будет подписан, каковы дальнейшие действия? Вот квоты не будут определены. Что это значит? Это значит, что рыбаки не смогут выходить в море, либо вот... Я вважаю, важко передбачити всі негативні або там, можливо, позитивні, скоріше за це, негативні наслідки непідписання угоди, не підписання протоколу і подальших можливих загострень зі сторони Російської Федерації в Азовському морі. Я вважаю, що все ж таки зарано говорити про можливі наслідки. По крайній мірі, я передбачити всі не можу, коментувати в даному питанні не можу. Я думаю, найближчим часом це питання буде вирішення, і потім ми будемо знати чітку узгоджену позицію стосовно подальшего рыбальства, зокрема на 19 рік в Азовском море. А когда эта информация может появиться, вот, чтобы понимать? Вот сейчас она, допустим, комиссия работы ее заблокирована, мы не можем говорить о последствиях, да, но вот протокол, если не будет подписан, каким образом эта ситуация, на ваш взгляд, должна быть урегулирована? Або підписанням протоколу і дотримання протоколу відповідно до чинних міжнародних договорів, зокрема, не буду повторювати ці по рибальству, і по договору про Азовському море і Конвенцію морського права, або ж інші заходи, визначені Міністерством закордонних справ, можливо, Міністерством юстиції, але ці заходи вже виходять за межі компетенції Державного агентства рибного господарства. Тут підключаються інші відомства. Я думаю, що ми оперативно опрацюємо це питання, але знову ж таки передбачити всі наслідки, в першу чергу негативні,
зараз дуже важко спрогнозувати. Зокрема, я не можу коментувати саме в прямому телеефірі. Спасибо большое. Заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко. Мы будем следить за развитием темы в эфире радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами. Новости в эфире радио Крым Реалии. В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Путин пригрозил Европе из-за договора о ракетах средней и меньшей дальности. Аннексированные Крым и группировка ЛНР не могут поделить детский лагерь. Сейчас подробнее. В случае поставок с США ракет средней и меньшей дальности в Европу Россия будет вынуждена ответить зеркально. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он уточнил, что европейские страны могут поставить себя под угрозу ответного удара. Не остается ничего, кроме гонки вооружений. Теперь, что касается Европы. Конечно, самый главный вопрос, если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого договора РСМД, что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами? Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально. И европейские страны, которые согласятся с этим, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности. Главным поводом для этого решения стало нарушение этого договора Россией, которая, как утверждают Соединенные Штаты, начала дислоцировать в Европе ракеты малого радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки. Детский оздоровительный лагерь имени Володи Дубинина в Алуште выставлен на аукцион при начальной цене 44 миллиона рублей. Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма. В качестве заявителя на участие в аукционе может выступать любое юридическое и физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Детский оздоровительный комплекс «Южный» в 2001 году был приобретен Луганским областным советом. В 2014 году российские власти Крыма заявили о передаче лагеря «Южный» в свою собственность. Группировка ЛНР считает лагерь «Южный» своим. Секретная служба США сообщила, что перехватила подозрительные пакеты с вероятной взрывчаткой, адресованные экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Впоследствии американский телеканал CNN сообщил, что их сотрудников эвакуируют из-за информации о подозрительных пакетах в почтовом отделе центра. Также была информация о перехваченной взрывчатке, которую должны были доставить в Белый дом. Президент США Дональд Трамп назвал жалким и гнусным актом передачу пакетов с вероятной взрывчаткой публичным лицам. Сегодня днем в Крыму пасмурно, местами дожди, шквальный ветер, температура до 13 градусов. Керченская переправа работает по фактической погоде. Все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона работает Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Работаем мы в Крыму и на средних волнах на частоте 549 килогерц. Но напомню, что с 29 октября время нашего выхода в эфир изменится в связи с переходом Киева на зимнее время. Теперь утренний эфир слушайте в 8:35, дневной в 13:10, вечерний в 19:30. И обязательно не забывайте звонить в наш эфир по номерам телефона 8 810 06 926. Для крымчан он бесплатный. Если вы находитесь в другом регионе, 044 490 31 18. Тема дня.
Сегодня будем говорить в очередной раз о проблемах в Крыму с мусором. Например, жители Ялты жалуются на очередную стихийную свалку рядом с шоссе Ялта-Севастополь. Чем грозит Ялте очередная стихийная свалка? Что происходит с загрязнением Дарсанских холмов и Гаспринской свалкой? Улучшилась ли ситуация с мусором в Симферополе и других городах? Насколько остро в Крыму стоит вопрос вывоза твердых бытовых отходов? Могут ли крымчане самостоятельно исправить ситуацию со стихийными свалками? Эти темы мы обсудим в эфире. Присоединяйтесь к разговору. Крым в центре внимания. Итак, жители Ялты в социальных сетях пишут, что окрестности города превращаются в свалку. Они говорят, что большое количество бутылок, различных отходов и мусора можно увидеть по дороге к оптово-розничной базе Бакалея рядом с шоссе Ялта-Севастополь. И горожане пишут об этой свалке уже много лет, и ситуация в очередной раз ухудшилась. Насколько она критична и какова ситуация, мы узнаем у местной жительницы Оксаны Власенко, которая в августе жаловалась российским журналистам на ситуацию со стихийными свалками. И она обращалась не только к чиновникам местным в местные органы власти, но и в инспекцию по охране природы. Что ей ответили, узнаем мы у Оксаны чуть позже. И напомню, что в этом месте, на который жалуются жители Ялты, разработан уже план застройки. Там должны построить новый квартал, и недалеко там проходит небольшая речка, и рядом с ней должны быть построены новые жилые дома. Каким образом местные власти будут с этой свалкой справляться, пока неизвестно. И с нами на связи Оксана Власенко, жительница Ялты. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Какова ситуация с этой свалкой и как давно эта проблема существует в городе? Проблема существует, она, в принципе, всегда существовала, но как-то все усилилось, наверное, после перехода, почему-то. Я не знаю, уже в 2015 году было видно такие результаты негативные, 15-16 год. Начали везде свалки появляться, то там, то жалобы от людей начали поступать именно в это время. Во-первых, и Facebook уже начал вовсю работать, и люди стали больше общаться в Фейсбуке, поднимать эти вопросы. И мы стали учиться, как на это реагировать, куда писать. А вы обращались в местные органы власти, да? Обращались и в инспекцию по охране природы. Какие ответы вы получили? Да, я получала ответы, они получали, получается, что инспектора, они всегда выезжают, чтобы посмотреть, они всегда с теми, кто жалуется, обращаются, они выезжают на место, инспекторы работали. Инспекторы выезжал, смотрели по всем свалкам, я принимала и по Алупке, принимала жалобы и перенаправляла в Минприроды. А инспекторы потом звонили, мы связывались с общественниками и Алупки, и тут по нашим местам. Выезжали, смотрели, да, они принимают, они смотрят. Это даже тут, по Бакалее мы тоже выезжали, они какие жалобы, они обращаются, начинают узнавать, чья земля, кто владелец. Они рассказывают, что там, в общем, везде у нас, в принципе, есть собственники земли. А эта свалка рядом с шоссе, о которой говорим, Ялта-Севастополь, да, рядом с шоссе, кому принадлежит? Там же должна быть застройка. То есть собственники у этой земли уже есть? Собственники есть, там несколько собственников, но у нас по Ялте разработан проект. Они его рекламировали. Буквально мы начали работать с инспекторами, они мне отзваниваются, пишут, отписки пишут, все нормально. Но он мне объяснил, есть собственники. Потом через время в Фейсбуке уже начинается, был проект, показали, там разработан проект большой на новый квартал.
Вот. И просто понимаешь, люди начали возмущаться. И, получается, на Холм Славы там вот рядом был проект. Сразу 3 проекта рекламировали. И вот на рыбокомбинате. Вот. И вот люди, конечно, возмущались. Ну и, получается, и проект остановился, стройка началась, и бутылки еще больше стали. Но если стройка будет продолжаться, вы думаете, что свалку все-таки ликвидируют? Каким образом они тогда там будут работать? Ну, как, конечно же, новый квартал построят и будут ухаживаться территория, как... Там же будут жилые дома. Микрорайон такой будет новый. Мы говорили в эфире... А так также загрязнение реки... Ничего не делается, вот и мусор тоже не убирается. А мусора еще больше стало. Люди там, обычные люди пьют, молодежь собирается, наверное, там и это. Вот они заходят возле бакалеи, скупляются, останавливаются там и пьют, вот это бросают вниз, там по речке отдыхают. Такие как бы. А какая именно речка, как называется протекающая вот рядом с этим местом? Ой, я не подскажу, как называется. А возможно, вы знаете о ситуации вот с загрязнением устья реки Дерекойка? Вот местные жители тоже часто жалуются на то, что бытовые отходы выбрасываются в реку. Знаете ли вы ситуации вот с этой рекой? Вот это тоже я не подскажу, но я тоже наслышана, что да, сбрасывается, и все идет даже в море, получается. К сожалению. Ну, так вот не подскажу точно. Как вы считаете, готовы ли жители Ялты каким-то образом бороться со стихийными свалками? Возможно, выйти на совместный субботник, либо провести акцию протеста, либо обращаться не только вы, а другие люди, чтобы активнее обращались в органы власти. Возможно эту ситуацию решить, на ваш взгляд? Вы знаете, в 2016 году, я там в Фейсбуке написала в 2015, нет, это было в 2016 году, я поднимала людей, написала эту, как бы пост написала, и вот поднимала людей на субботники. Ничего не получилось, вышла только одна жительница, бывшая жительница Москвы, художник по костюмам Люба. И вот мы с ней примкнули, просто лесники там и жители Васильевки нас пригласили. И мы, к сожалению, 9 июля попали к ним на помощь, они там купельни делали. Люди неподъемные в Ялте, неподъемные. От меня даже, можно сказать, некоторые подруги отвернулись, но они были приближенные как бы к администрации. Потому что я вижу, к сожалению, только мусор в городе, а ведь есть и цветочки. Люди неподъемные. Но после того, как мы в Алупке побыли в Васильевке, вот это с лесниками, с местными жителями, мы там помогали убирать заповедник. В Алупке, вот, Алупка, это просто, они подхватили эту идею и организовались, и там вот убирают. Хотя Алупка тоже очень загрязненная, заброшенная. Вот там вот люди как-то более тесно, они там и организовывают и субботники, и посиделки, и каши, и гулянки, и шашлыки. Вот настолько уже просто горжусь ими. Спасибо большое. Жительница Ялты Оксана Власенко была на связи с нашей студией. Напомню, сегодня говорим о проблемах с мусором. В частности, вот жители Ялты жаловались на очередную стихийную свалку рядом с шоссе Ялта-Севастополь. С нами на связи член Общенародного фронта России Дмитрий Тихонов. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Насколько, на ваш взгляд, ситуация вот со стихийными свалками в Крыму актуальна? Как много их? Знаете, общественных слушаний, разрешающих работу мусорных полигонов, не проводится в Крыму. Поэтому я могу вам сказать, что любой полигон – несанкционированная свалка. Был когда-то образцово-показательный полигон в село Тургенево, куда Ялта и Симферополь возили мусор. Там была дегазация сделана в 2016 году, первая в России. Потом рейдерский захват был осуществлен этого полигона, и сейчас там бездомная изоляция, без инженерных сооружений, просто валят мусор и делают вторую каменку. Вот хочу обратить ваше внимание, что каждый полигон, свалка,
имеет санитарно-защитную зону 500 метров. В этой санитарно-защитной зоне не должны проживать люди. Вот Каменка под Симферополем, там живут люди. Миллиарды тратятся на рекультивацию. А почему людей не переселяют в благоприятные чистые условия проживания? Почему они живут в неблагоприятных условиях? То есть вот эти вопросы остаются вообще без внимания. А если говорить про Ялту, прежде всего надо отметить Дарсан. Северный склон горы Дарсан. Там в 2011 году был установлен ангар перегрузки отходов. И появились первые несанкционированные свалки. Туда сбрасывались грунты, строительные отходы. Потом стали сваливаться отходы от населения. В том числе ртутные лампы, как мы говорили, и... Вы знаете, резина, а мы не знаем, что туда сбросят. Отработанные масла. И ведь это верховье реки Быстрой, которая течет через весь город и вытекает там в районе порта, набережной. То есть вот правильно люди тему затронули о загрязнении водных источников в Ялте. И в Алуште тоже. Вот. Значит, поэтому вот это вот Дарсан, там примерно загрязнение 5,5 гектаров, это загрязнение водоохранной зоны реки Быстрая. Еще там есть сбросы просто отходов грунтов, строительных отходов. Общее загрязнение на Дарсане порядка 10 гектаров. И вот говорить о несанкционированных свалках и не говорить про Дарсан, это не говорить ничего. А проблема Ялты в том, что нет обустроенных контейнерных площадок. Контейнера стоят сами по себе. Ограждение с 3 сторон отсутствует. Зачастую очень плохое покрытие. И потом на рельеф города очень часто сбрасываются шины отработанные, которые не являются ТКО. Это другой класс опасности. И управляющие организации, они не заключали договора с теми фирмами, которые могли бы утилизировать вот эти вот шины. То есть работы у муниципалитета очень много, и отсутствие должного контроля муниципального видно. Как так? Шины на рельефе города. Утро наступило, 30 шин где-то там лежит. Дмитрий, вот вы отметили ситуацию с накоплением мусора на Дарсановских холмах. Вот Татьяна Радина, это активистка, эколог, наверное, вы ее знаете, говорила, в частности, в эфирах, что невозможно без наблюдения надзорных органов вот это накопление мусора. Скорее всего, по ее словам, все-таки крымские власти, ялтинские власти в курсе ситуации. Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли работа и накопление этого мусора без надзора Департамента экологии Ялты, например? Представьте себе, вот я вам объясню ситуацию. Комбинат благоустройства, муниципальное предприятие в 2012-2014 годах массированно сбрасывает коммунальные отходы на Дарсан. Вот вам муниципальное предприятие. Сейчас это муниципальное предприятие ушло, пришел другой объединенная управляющая компания на Дарсане. Там тоже отходы. Вот Минэкология не раз по нашим обращениям выезжала, штрафовала их, административные дела. Туда даже свозились отходы, атрибутика кладбищенская. Кресты, венки туда свозили. То есть Дарсан стал местом несанкционированного сброса, массового. Дарсан. Самая больная точка в Ялте – это Дарсан. Красивейший вид на Васильевку. И вот такие вот там происходят невообразимые экологические преступления. Дмитрий, оставайтесь на линии. Давайте послушаем и обсудим с вами кусочек из интервью начальника управления Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Юлии Бабаревой, которая говорила, что во время ликвидации строительной свалки в Ялте в августе будут наказывать организаторов свалки, и о других видах наказаний в Крыму говорила. Давайте послушаем и обсудим. Административная ответственность предусмотрена статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На граждан суммы штрафа составляют от 1000 до 2, на юридических лиц от 100 до 250 тысяч рублей. Вот Юлия Бабарева отмечала санкции, которые предусмотрены. На ваш взгляд, насколько активно они применяются и насколько они эффективны? Знаете, порча земель – это уголовная статья, не административная. И, понимаете, вот убогость, она не нужна. Если мы говорим, что отходами завалены три притока верховьев реки Быстрая, то говорить о возбуждении административных дел – это
Понимаете, это увы. Надо расчищать русло рек, убирать отходы, вывозить. То есть должны быть реальные плоды. А возбуждать какие-то дела, не делая, по сути, то, что надо делать, а к чему это? А вы знаете ситуацию... Вот... Я, допустим, совершенно не понимаю. Вместо того, чтобы очищать русло рек и верховья реки быстрые от отходов, возбуждать какое-то административное дело. Вот вы очистите реки вот эти, вот тогда мы видим вашу работу. Спасибо вам большое. Член Общенародного фронта России Дмитрий Тихонов был на связи с нашей студией. Напомню, сегодня говорим о проблеме мусора в Крыму. Обсуждаем, в частности, Ялту и проблемы с мусором на Дарсановских холмах и на очередную стихийную свалку рядом с шоссе Ялта-Севастополь. А с нами на связи руководитель Крымского центра экологического благополучия Антон Ковальчук. Здравствуйте, Антон. Да, добрый день. Вот сегодня мы говорили о том, что по заявлениям крымских властей через месяц заработает мусороперерабатывающий завод в Каменке. Говорят, что проект по рекультивации существует, объявлен на данный момент тендер. Но вот насколько, на ваш взгляд, остро стоит вопрос вывоза ТБО в Крыму? Ну, не то, что вывоза, да, в принципе, обращение СТКО стоит в Крыму достаточно остро, как, в принципе, в любом регионе, вот, и не только России, потому что объемы образования коммунальных отходов возрастают, а что с ними делать, как бы есть разные мнения. Вот, то, что касается завода по переработке в Каменке, надо понимать, что это сортировочная линия, которая будет работать с единым потоком по факту. Вот, то есть эффективность извлечения целевых фракций у нее заявляется достаточно высокая, но, как показывает практика, то есть, как правило, такие заводы не извлекают более 25% целевых фракций. Вот. И то, что касается рекультивации, ну да, то есть там процесс движется. Мы сейчас работаем над созданием общественной рабочей группы, которая бы контролировала бы этот процесс. Вот. Ну, в целом так. Это именно по Каменке общественная рабочая группа да, будет? Это то, что касается, да, рекультивации вот полигона в Каменке, потому что это там, где сейчас, вот, скажем, стартуют реальные работы. А известно уже, кто будет заниматься этим проектом по рекультивации? Ну, на этапе организация, которая должна была делать рекультивацию, это или дочка, или самое предприятие «Консоль», но какая сейчас там подрядчик у них или не подрядчик, то есть мне неизвестно пока, то есть мы к исполнителю не углублялись. В Крыму 28 полигонов ТБО, вот реально работает сколько? 9? Меньше 9 на данный момент? Ну, точной статистики по полигонам я не могу сказать, да, сколько реально работает. Я думаю, что работают, наверное, больше, то есть в каком только формате они работают и принимаются, то есть насколько все в порядке у них с требованием, которые предъявляются вообще к подобной деятельности. Вот. Но мы понимаем, что допустим, захоронение, да, уже батареек и там содержащих ламп не допускается на полигонах. Но мы понимаем, что в быту у людей это все образуется, и далеко не все готовы там ехать, может быть, искать единственный или там пункт приема в городе, чтобы сдать какие-то опасные отходы, находить контакты. То есть, безусловно, должна развиваться инфраструктура раздельного сбора, в том числе то, что касается опасных отходов. Вот. Ну и тогда можно говорить о том, что захораниваются не хотя бы фракции, которые могут захораниваться. А с 2019 года список расширяется, и к захоронению не будут допускаться в том числе ресурсоценные компоненты, то есть и пластик, металл, и бумага. То есть это все необходимо направлять на переработку. Антон, а если говорить о стихийных свалках на территории Крыма, могут ли жители полуострова самостоятельно исправить ситуацию с ними? Ну, самостоятельно что вы подразумеваете? Люди должны собраться и разгрести свалку? Да, например. Вот. Ну, смотрите, для того, чтобы свалку разгрести, ее надо перевести
на соседнюю свалку, да, то есть мусор, который лежит на виду, убрать туда, куда его никто не видит. Вот. Ну, инструмент по работе там, со стихийными свалками граждане имеют возможность обращаться в ответственные органы, а с 19-го, следующего года, единым ответственным лицом будет у нас региональный оператор, который будет отвечать за весь. И он будет, в принципе, обязан убрать свалку, которая образуется в том числе стихийно. А каким образом это должно происходить? Будет какая-то горячая линия, на которую крымчане обращаются и... Ну да, у регоператора уже, в принципе, есть контакты его, да, то есть в некоторых, если говорить про Ялту, то там уже функционирует организация, которая выиграла конкурс на региональных операторов. Вот. Просто единственное, что все их полномочия и ответственность, скажем так, будет уже в полной мере действовать с 2019 года. Вот. Поэтому, данные, контакты все в открытом доступе имеются. Я думаю, что, может быть, они сделают какую-то отдельную горячую линию. Ну, в принципе, есть абонентский тот же отдел. Я уверен, что даже если на первых порах, да, там реагироваться будет не так оперативно, то в процессе, если граждане будут проявлять активность, потому что другого выхода не будет. Спасибо большое. Руководитель Крымского центра экологического благополучия Антон Ковальчук был на связи с нашей студией. Говорим сегодня, в частности, о стихийных свалках на территории Крыма. С нами на связи руководитель проекта «Украина без мусора» Евгения Ротовская. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. А каков мировой опыт борьбы со стихийными свалками? Возможно, в Украине есть позитивные примеры. И вот что могут применить в Крыму? Насколько вы думаете, работа региональных операторов будет успешна в данном контексте? Да, вы знаете, мне совсем буквально недавно довелось познакомиться с представителями именно из России, которые говорили о том, что они приняли закон, и у них действительно региональные операторы теперь получают такой карт-бланш, могут заниматься и свалками, и налаживанием раздельного сбора. Единственный вопрос, там им финансово все-таки государство в этом не помогает. То есть они должны сами это как-то придумать и сделать. Вот. Хотя у них не будет никаких конкурентов в их регионе. А по поводу мирового опыта, можно говорить о цивилизованном опыте. В Евросоюзе свалки вообще запрещены. И государство делает все возможное, чтобы их не было. Делают это экономическим способом, скажем, сильно-сильно повышают стоимость захоронения, чтобы другие технологии, как раздельный сбор, как мусоропереработка, как мусоросжигание, были более привлекательными для операторов, потому что они дешевле, чем захоронение. И в Украине уже понемногу ведутся переговоры о том, что в одном городе, втором, третьем должны появиться заводы по мусоропереработке. Но пока окончательно никто ничего не построил. В финансах, да, где-то это должен город изыскать эти деньги, где-то, возможно, поучаствовать в грантовой программе. Мы были на той неделе в Хмельницком, и там начинается процесс, связанный со строительством мусороперерабатывающего завода, но и город намерен поучаствовать в грантовой программе и часть денег из бюджета погасить, а часть денег получить от Евросоюза. То есть у нас до сих пор еще, к сожалению, политики и на местах люди не готовы обсуждать повышение тарифа на захоронение мусора. К сожалению. Именно поэтому не хватает денег не хватает той, чтобы накопить деньги на свой завод. А вот если возвращаться к региональным операторам, да, вот вы говорите, что финансирования не будет от государства. Каким образом их стимулировать к работе? То есть на переработке и мусора можно ведь зарабатывать. И такие примеры позитивные есть и в Киеве, например. Честно говоря, весь профит, да, вся прибыль в мусорной теме базируется на том, что оператор приехал под дом, да, заключил договор с домом по одному тарифу, а захоронил по другому тарифу. И вот на разнице этих тарифов он заработал. К сожалению, речь не идет о том, что на мусоре прям можно сумасшедшие деньги заработать, потому что сам мусороперерабатывающий завод в себестоимости переработки начинается от 33 евро за тонну. 33 евро за тонну. И кто-то должен покрыть эти расходы. Уже очевидно, что даже вторсырье, которое собирается на линии сортировочной, не всегда
всегда может покрыть расходы вот прям на всю сферу управления отходами. К сожалению, это уже доказано. Иначе, ну, по логике, у нас бы пластик просто не лежал под ногами, бизнес же уже нашел бы там какую-то финансовую модель и начал бы этим заниматься, ну, просто естественным путем. К сожалению, это не работает. Поэтому можно дофинансировать за счет тарифа, если собирать тариф с населения. Можно, конечно, часть расходов покрыть от продажи вторсырья, но инвестиции в завод, который стоит больше там 20 миллионов евро, как-то нужно возвращать. И если компания это делает, то будет речь идти о том, что она будет экономить на экологических вопросах, на вопросах безопасности. Возможно, не будут фильтры так, как нужно чистить воду. Возможно, захораниваться... Спасибо, Евгения. К сожалению, время подошло к концу. Продолжим разговор в одной из следующих программ. Евгения Ротовская, руководитель проекта «Украина без мусора», была на связи с нашей студией. В эфире радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами.